Здравствуйте, уважаемые ученики! Меня зовут Зайнеп. Я являюсь сотрудником ДЧС города Алматы. Сегодняшняя тема — тревожный чемоданчик. Тревожный чемоданчик. Что такое тревожный чемоданчик? Тревожным чемоданчиком принято называть базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и так далее. Правильно укомплектованный тревожный чемоданчик может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях, когда поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой. Минимальное количество запасов, необходимо для автономного пребывания, рассчитывается исходя из времени, за которое чрезвычайные службы смогут отреагировать и вмешаться в ситуацию. Период автономного пребывания в ожидании помощи спасателей зависит от вероятности возникновения природного или техногенной чрезвычайной ситуации в данной местности, а также удаленности от крупных населенных пунктов. Таким образом, в каждом конкретном случае тревожный чемоданчик комплектуется в соответствии с местом его проживания и индивидуальными особенностями человека. Случаи применения тревожного чемоданчика делятся на два типа. Первое — зона проживания в пределах предприятий, работающих с вредными веществами. Землетрясение, районы лесных пожаров. Второе — зона проживания, где есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов, наводнения, другие проблемные районы. Комплект первой необходимости может включать в себя следующие предметы: фонарик, мини-радиоприемник, универсальный нож с набором инструментов, спички или зажигалка, еда из расчета на сутки, деньги, документы, набор средств первой медицинской помощи, индивидуальные перевязочные ленты, набор бактерицидных пластырей, клей БФ используется вместо йода и зеленки, образуют на ране защитную пленку, препараты, снижающие болевой синдром, лекарства, применяемые при аллергии, набор прописанных врачом лекарств, применяемые периодически или постоянно. Перечисленные выше предметы не занимают много места, а их наличие поможет избежать много затруднений. Выбор тревожного чемоданчика. Тревожный чемоданчик, как правило, представляет собой укомплектованный на случай чрезвычайной ситуации рюкзак или сумку объемом около 30 литров. Содержимое рюкзака: необходимый минимум одежды, предметов гигиены, медикаментов, инструментов, средств индивидуальной защиты и продуктов питания. Выбирайте рюкзак яркой расцветки со светоотражающими полосками. В случае чрезвычайной ситуации это должно привлечь внимание спасателей. Следует отказаться от камуфляжного цвета. В случае вооруженного конфликта человек с таким рюкзаком может принять за участника боевых действий. Предпочтителен рюкзак из непромокаемых, легких, в то же время плотных, прочных материалов, так как содержимое должно быть защищено от возможных повреждений. Необходимо примерить и подогнать лямки рюкзака. Вам должно быть удобно носить его длительное время. Возможный базовый набор для тревожного чемоданчика: аптечка первой помощи, фонарик ручной и налобный и запас батареек к ним, мини-радиоприемник с запасом батареек, универсальный нож, охотничий нож, запас еды и воды, смена нижнего белья и носков, свисток, охотничьи спички, сухой спирт, газовые зажигалки. Ремонтный комплект: одноразовая посуда, средства гигиены. Если позволяет место и средства, положите спальный мешок, палатку, газовую туристическую горелку с баллончиком 200-400 грамм. Этого вполне хватит на первое время для приготовления еды и обогрева. Может пригодиться маленький блокнот и карандаш, который, в отличие от шариковой ручки, пишет всегда. В зависимости от местности, в которой вы проживаете, будет меняться и содержимое тревожного чемоданчика. Например, в сельской местности понадобится компас, складная пила. В городских условиях эти предметы вряд ли будут востребованы. Рекомендуется протестировать уже собранный тревожный чемоданчик, например, на даче, а затем скорректировать его содержимое. Собирая продуктовый запас в тревожный чемоданчик, можно приобрести туристический продуктовый набор длительного срока хранения, который содержит необходимый рацион на сутки, или собрать продуктовый набор самостоятельно. Основное правило: продукты должны быть компактными, легкими, калорийными и иметь длительный срок хранения. Выбирайте продукты в легких, крепких упаковках.
Рекомендуется взять сухофрукты, орехи, ореховые фруктовые смеси, шоколад. Эти продукты очень калорийны и помогут вам продержаться несколько дней, при этом они не тяжелые и занимают мало места. Несмотря на то, что шоколад хорошо утоляет голод, будьте аккуратны. Слишком сладкие, так же как и соленые продукты, вызывают жажду. Обязательно возьмите галеты или хлебцы. Они легкие и питательные, могут храниться длительное время в защищенном от влаги месте. Для маленьких детей необходимо подготовить детское питание, сухое молоко и смеси. И для детей, и для взрослых рекомендуется взять поливитамины из расчета 1 штука в день на одного. Положите их к продуктам. Не рекомендуется для рациона тревожного чемоданчика выбирать консервированные продукты. Железные банки весят много, а питательная ценность их не выше, чем у перечисленных выше продуктов. Документы. Обязательно сделайте цветные или черно-белые копии всех необходимых документов. Паспорта, военного билета или прописного свидетельства, удостоверения, а также документов, устанавливающих право на собственность и так далее. Если есть возможность, то копии лучше заверить нотариально. Желательно, чтобы документы были записаны на электронный носитель и упакованы в водонепроницаемую упаковку. Документы всегда лучше хранить при себе в нагрудных или внутренних карманах. Одежда. Чрезвычайная ситуация может произойти в любое время года и при любых погодных условиях, поэтому целесообразно подбирать одежду и на лето, и на зиму, но даже планируя летний комплект одежды, не стоит забывать о теплых вещах, куртке или свитере. Оптимальный вариант – легкая непромокаемая куртка с капюшоном и ветровой юбкой. Собирая одежду для тревожного чемоданчика, отдавайте предпочтение вещам, способным обеспечить максимальный комфорт, созданные из дышащих, непромокаемых, износоустойчивых тканей. Если позволяют средства, можно купить специально разработанную для туристов одежду и термобелье. Как и в случае с рюкзаком, выбирая одежду, избегайте камуфляжной расцветки. Особенно серьезно следует подбирать обувь. Поверьте, комфортно ли вам будет находиться в ней длительное время и проходить больше расстояния, лучше выбрать вариант с непромокаемой подошвой и дышащим верхом. Позаботьтесь о дождевике, который защитит вас от дождя и влаги, не только вас, но и тревожный чемоданчик. Питьевая вода. Одна из главных причин гибели людей – обезвоживание. Основная проблема в зоне чрезвычайной ситуации – дефицит чистой питьевой воды. Поэтому обязательно в тревожном чемоданчике должен быть запас чистой питьевой воды из расчета минимум пол-литра на сутки. Расходовать ее нужно экономно и стараться пополнять запас при каждом удобном случае. Если чрезвычайная ситуация застала вас в крупном городе, запасы воды можно будет найти на складах или в магазинах. Пригодна для использования вода из водоемов, но в этом случае необходимо иметь запас специальных средств для обеззараживания воды, фильтры или марлю. Но не забывайте, что кипячение является наиболее надежным способом для обеззараживания воды. Медикаменты. Основная проблема с медикаментами заключается в том, что не каждый знаком с особенностями значения и применения тех или иных лекарств. Аптечка для тревожного чемоданчика собирается индивидуально, в зависимости от предписаний врача, особенностей здоровья. Как показывает практика, наиболее часто в чрезвычайных ситуациях применяют следующие препараты. Против приступов стенокардии и тахикардии, неврозов, бессонницы, противовоспалительные, жаропонижающие и анальгезирующие препараты, антибиотики широкого спектра действия, препараты, используемые при различных интоксикациях и отравлениях, диарее, дизентерии, аллергических реакциях, например, активированный уголь, который также применяется при обеззараживании воды, средства для лечения острой и хронической диареи, противомикробные средства для лечения дизентерии, гастроэнтеритов, эндокарdiолитов, колита и других инфекционно-воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Препараты для снятия болевого синдрома при зубной и головной боли, при травмах, ожогах. Аэрозоли и мази, улучшающие регенерацию тканей при плохом заживлении ран и язвах. Средства перевязки. Вата медицинская в рулоне 50 грамм, 1 штука. Бинт стерильный 7 на 14 сантиметров, 1-2 штуки. Салфетки дезинфицирующие 10 штук.
салфетки стерильные 1 упаковка, лейкопластырь бактерицидный упаковка или 20 штук, лейкопластырь рулонный 1 катушка, индивидуальный перевязочный пакет 1-2 штуки. Пункты приема создаются на базе объектов образования и стадионов, где администрацией пункта осуществляется сбор и регистрация пострадавшего населения, а также в случае необходимости организуется их размещение с оказанием необходимой помощи в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Для удобства все пункты приема размещены на картах 2GIS Алматы, а также на сайтах ДЧС и акиматов города и районов с указанием наименования и адреса организации, на базе которой создан пункт приема. При развертывании пункта приема останавливается процесс очного обучения. Администрация пункта размещается в выделенных для них помещениях согласно схеме, утвержденной первым руководителем организации, то есть в нашем случае это директором школы, и готовятся к приему населения. А именно, разворачивается пункт, подготавливаются помещения для приема населения, вот выделены как раз и согласно схеме, и так далее. А службами гражданской защиты, в свою очередь, напомню, что у нас их в городе Алматы 17, организуется поставка необходимых продуктов и товаров для обеспечения временного размещения граждан. То есть это у нас что является? Продукты питания, товары первой необходимости, такие как личной гигиены и элементарно вещей. По части первого вопроса с вами занятие завершено. Следующий вопрос у нас номер 2. Это подготовка к землетрясению. 12 мая 2021 года постановлением правительства Республики Казахстан Кокштаускому техническому институту Министерства по чрезвычайным ситуациям присвоен статус Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Академия является единственным высшим учебным заведением в нашей стране, где осуществляют подготовку будущих спасателей и сотрудников гражданской защиты. История вуза начинается с 1973 года, когда в Кокштау из города Алма-Ата был передислоцирован учебный отряд военизированной пожарной охраны Управления МВД Казахской ССР. В 1997 году учебное заведение переименовано в Кокштауское техническое училище комитета РК по ЧС. В 1997 году был произведен первый набор курсантов на полный цикл обучения по программе высшего профессионального образования. С 2003 года на постоянной основе курсанты и офицеры Академии направляются на обучение в учебные заведения МЧС России и Республики Беларусь. В 2009 году состоялся первый выпуск бакалавриата военного дела и безопасности по специальности пожарная безопасность. С 2012 года на базе Академии стали обучаться по специальности пожарная безопасность представители Кыргызской Республики. На сегодняшний день 20 курсантов из Кыргызстана окончили наш вуз. С 2019 года принято решение обучать граждан Таджикистана. С 1997 года в Академии подготовлено около 5000 специалистов высшей квалификации, в том числе 132 выпускника получили дипломы с отличием. Многие из них работают на руководящих должностях. На сегодняшний день учебное заведение ведет подготовку квалифицированных специалистов по 4 образовательным программам: пожарная безопасность, защита в чрезвычайных ситуациях, командная тактическая сил гражданской обороны и пожаротушение, аварийно-спасательное дело. Также ведется дистанционное обучение по специальности пожарная безопасность. Важная роль в учебном процессе отводится активизации познавательной деятельности обучаемых, развитию у них логического мышления, что способствует глубокому и полному освоению материала. В учебный процесс активно внедряются новые технологии обучения с использованием компьютерных программ, позволяющих моделировать различные ЧС. Учебное заведение также имеет хорошую материально-техническую базу. Планируется открытие научно-исследовательского центра при Академии, направленного на развитие научно-технической деятельности. Учебное заведение ежегодно осуществляет набор около 150 курсантов. Курсантам факультета очного обучения по завершению вуза присваивается специальное звание лейтенант гражданской защиты и воинское звание лейтенант. Для дальнейшего прохождения службы они направляются в территориальные органы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Имидж организации образования формируют его выпускники. Они с честью выполняют свой служебный долг, находятся на переднем рубеже по защите национального богатства от огненной стихии, участвуют в ликвидациях последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В ближайшие годы ВУЗ ставит перед собой основные задачи: получить приложение к лицензии на занятия образовательной деятельностью по программе докторантуры, построить новый учебный корпус и общежитие.